Добрый день! Как? Здорово. Как? Потихоньку. Я завтра хочу еще. У нас там спуск со мной. Ты доски привез, да? Доски привез, а я положил. А ты туда выложил, наверх или внизу положил? Наверх. Да ты чё? Занес уже. Ты мне скажи, добрый человек, это что за прикормка у тебя? Не идет, что ли? Сутки как лежали камни, так и лежат, даже не разваливаются. Через 10 миллиардов лет рассыпется. Но нет, это как? Вот варю, да, я. Потом кашу сделаю, туда таблетка тоже подсыпалась. Слушай меня, вот ты сварил кашу, рассыпчато сделал, пакет хотя бы вот такой, вот. На, подкинь себе. Вот такой сложил. И когда на рыбалку приехал, Проходи, садись сюда. колобки сделал, и тогда кидай. Она рассыпется, она до дна дойдет. А ты так слепил, ты просто... Нет, у меня камешки там внутри. Ну, еще и камешки. Там что-то... Ты сыпал себе? Нет, мне не надо. Херово, да, Сажай кажется, да? здесь. Не идет, что ли? Нет, понимаешь? Я так и не использовал. Не сыпь мне. Понимаешь, Шумиль, она должна у тебя на дно упасть, и пока падает, она должна рассыпаться. Она не должна на дно дойти ко мне. Сами горох есть. Так, друзья, ну вот есть. пришел Шамиль, Потом через приехал. Пшено есть. Ну. Через... Подожди, скольки килограммовую ты вытащил? 11. 11 килограммов, да? Ну, у меня такая где-то дура была. На что, на блесну? На блесну. На блесну я всегда с этим, с печенью. Ну, запах чтоб шел. Это вот здесь рядом где-то, да выше, да? Ну, где сейчас последний там мужик рыбачит? Ну. Это там. А потом, Это давно было. ну ты ее потом взвесил как бы, да? Да, я взвесил, у меня там весы есть. Да ты че? Механические. А удочки-то есть у тебя? Сохранились-то? Сахар, вот ты мне дал, подарил. Помнишь? Ну. Да, но я сейчас не рыбачу пока. Так ты Не мысли вот это. балаган наверху будешь ставить? Да, хочу. Это ближе туда к озеру или на берегу? Ближе к берегу, только чтобы деревья были, что там береза роща, чтобы ветер не... Ну да, Ветер, да, знаешь, да, как- да. От ветра знаешь, как холодно становится. Она продувает. Правильно, в Березняк, ну мы вот со Славкой на озеро ходили, там Березняк, туда зайти можно, Ничего балаган. плохо, что там строить плохо будет. Березняк, он, во-первых, его тяжело это, шкурить тяжело. А во-вторых, он кривой бывает, вот такие кривые. Господи, походишь, выберешь печку там Ну поставить. вот Славка мне говорил, можно даже как законно сделать, да? Да. В лесхоз подойти. Вот так. Да, 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 да. 9 квадратных метров, Да, просто. ну, как сказать, в аренду взять. Да. Но я боюсь, чья-то земля может быть вот это. Да, А вот. нет. Это вот, если даже это чье-то охотугодие даже, да, ты имеешь право у тебя она как под отдых считается, под рекреационное, то есть не под охотничье, тебе уже не дадут повторно, под тот же вид пользования. А под отдых, под строительство там какого-то объекта там можно. Вот. Все, прошел. Крым и Рым. Да почему? Я просто работал в лесном хозяйстве. Он работал уже здесь долго. Я Лет 5, да, Слава работал? И больше. потом пошел на У меня Иваныч, помнишь, в порту русский мужик-то есть, как Михалыч. Он мне говорит, ты хороший парень, ты пойдем, я тебя познакомлю, говорит. Ну, тогда еще. А он, оказывается, потом посмотрел, коптильную эту ты снимал. Как Да. песок. Ага. Как, у него там маленькая такая, он любит копченую рыбу есть. Опа, есть, ребят, поклевка, есть, я его подсек сразу. Такая агрессивная поклевочка была, как окуневая. Окунь, наверное, думаю. Он идет по ходу. 5,5. Ой, это Подожди. Это на западе хорошо. На западе хорошо. кряхтит, покряхтывает. Еще на морушку взял. На мормушку взял. Так, Вот она, вот так, она. у нас добыча. Якутская монстра-щука. Ты же хотел щуку поймать. Да, Вот да, ты да, хоть да, не да, увидишь да, глаза теперь. Ты ни одной щуки не поймал за все время. Монстр-щука.
Вот такая вот. Отпускаем. Все, отпустили мы ее. Это сутками не мерзнет, да, вот когда уезжали, это вы? Или... Не, это когда другая тебя уже. топлили? Мы сегодня... А, Ну, а сейчас А уже сегодня? не так замерзает уже. сейчас не так. Да. Но сегодня 35 было утром. 35? Да, я смотрю же. Вчера 24 было, 23. А, Ну, я где-то 7-8 вот так смотрю. ну, Сегодня холодно. Я почему и решил по холодку лучше будет это. ну, конечно. А я вышел, такой хруст, такой приятный запах. Ну, сейчас все равно хорошо. Палатка тем более. Ну, вы знаете, я тряпку, что ты ищешь? Ну, а вон тряпка висит. Нет, это другая. Дрова что, кончились оставить? Не, есть у меня вообще полно еще. Мы тебя там подскребли маленько. Ну, вы все собрали, там приехали. Ну. А там, где ближе вот здесь было же, я тебе сказал, надо копать, вот сказал. Ну, Не взяли, да? не взяли. Выкопал взяли? я, выкопал. Я же видел, ты там оставил в этом. Оставил. Ну, где палатка Не стояла. внутри, не внутри еще. Внутри кучка была, а еще наружу вот. А, знаю, знаю. Но мы сначала там остановились, выкопали как бы, и потом это. Вот такая вот рыба тоже здесь есть. у нас. О, рыба. О, крупная. Все, есть окунь, по-моему, есть. Ну, это окунишка. Окунишка, да. Рыба подошла какая-то. Вот рыба, да? Нет, это я вот опустил свои мормышки, вот они две. А рыба вот красная, вот она пошла. Есть, кто-то подвис. Подвис прям хороший. Это мой. Вот такой вот окунь, я скажу. Это мой. Окунек, да? Окунек. Окунек. О, Утренний черный. окунек. Аж черный какой-то. Карпач. Да. Ну что, хороший. Оставим его. Глазик возьмем там. Ну. Свежий этот. Ух, какой. Поставь на блесну глаз. Да, сейчас. У нас такой окунь за счастье. У нас вот такие они. Да я видел там. Там если... Там если- даже на лазге где-то вот я видел. То ли по телевизору, то ли видел. Налимы вот такие, целое ведро, говорит, поймал налимы, говорит, а они вот такие вот худенькие. Я целое, говорит, ведро, говорит, у нас в ведро не лезет голова. У нас есть такая... Ты сторгаешь, что это у тебя клип есть. У нас есть такая У нас же приспособа. морские же они, вот, килограмм по 12. Ну, видел, да, ты сам? Да. У нас есть такая приспособа, называется резинка. Вот. Метр резины, якорь на лодке. А там якорь, резина, а тут леска. Вот завозят, якорь бросают, и она растягивается метров на 5. Там авиационная резина, там все. И тут поводки. Ну вот, друзья, Шамиль уехал. С Шамилем у меня как бы, ну, я с ним знаком уже года 2 или 3, не помню. Как-то вот познакомились. Михалыч нас познакомил. И я подъезжал ребятам, вот Ермек Юсупов приезжал, я показывал палатку Шамиля казахам. А у него простая брезентовая такая палаточка, вот, старого образца, ну, еще советская такая вот, которая вот раньше у всех советских людей была. И что-то мне как-то стало жалко его. Человек живет в таких условиях, как бы, и ну, не имеет хорошей палатки, и поэтому я решил ему подарить свою старую палатку Polarbeard Family T, которая, ну, для одного человека это просто шикарно будет. Она примерно, у нее площадь чуть больше этой. Да, наверное, такая же. И, в общем, в понедельник он приедет нам помогать с вывозкой. И я ему хочу эту палатку подарить. А также он еще собирается здесь недалеко строить балаган. Именно по технологии якутов, по древней. Вот. Это его второй вроде как балаган, я так понял. И он согласился, чтобы когда он там часть какую-то построит, я уже возьму у него интервью, засниму там все, как, чего. Он немножко расскажет все нюансы строительства, секреты, может, какие. И кому надо, вот, тот посмотрит обязательно. На своем втором канале Клевая Рыбалка Лайф я буду такие видео выкладывать. Поэтому, кому интересно, подписывайтесь. А сейчас у меня
продолжается доставание вот этого телефона. Пойдем доставать телефон. Слава! Сорога Боком. засеклась, но она все равно поинтересовалась Ну. игрой. Ходила, видя. И которую этот берет, это как его? Фу. Скажи мне. Сик. Да вон сюда, ко мне его выкидывай. И еще пускай она пойдет. Это ты ее оторвал или у нее была она раненая? Не, ну я вытаскивал, сейчас я ее задел маленько. Все равно, конечно. Вообще классно. Сорога появилась уже хорошо. Да, сейчас тут на гвозди кубик, на гвозди шарик можно мормышить прям. Удачно так. Так, друзья, ну вот на вечерочке наконец-таки мы вышли поискать щуку. Сейчас поедем. Что там? Ты сколько мне говорил, где было табличка? Минус 14 уже. Холодало. Окушок мелкий. Ну покрупнее. У меня совсем мелкий. У меня совсем мелкий был. Кого там еще выловил? А, это флаг. Да что ты будешь делать? Жерличный. Жерличный. Мелкий окунь что-то совсем. Приехали искать щуку, а ловим каких-то мелких окуней. Ну я так за сигом приехал. Это ты у нас за щукой. Что у берега? Свет-то заведи. Опа. Есть. Хороший идет прям. Ой. Прям вот зачетно идет. Летникова, наверное. А? Летникова. Ну, смотри, какая дорога. Где наша посудка-то? А вон нахуй. За ней надо бежать. Ну вот, друзья, клев вечерний, как говорится, начинается. Открой дверь. Все. Сейчас пойдет. Клев начнется, сейчас пойдет.
ночи в темноте сидишь. Камера. Когда тебя научу свет ставить? О, есть. Есть, друзья. Сразу прям, только опустил, сразу прям клев пошел. В общем, вечерний клев носорогу прям, ух. О, за нижнюю взял. Аж вместе с радаром. Вместе с практиком вылез, да. Хорошие-то такие-то прям, а. Ух, может быть даже можно опять пожарить. А что? Все в наших силах. Все в наших силах, да, правильно. Все, красота прям. Тащить таких удовольствия. Прям я еще вчера поставил себе лесочку такую тоненькую. Прям чувствуешь ее всю прям. Ну вот она до дна дошла только. Буквально чуть-чуть так поиграл. Не знаю, даже тут поиграл, не поиграл. Оп, есть. Есть. Ух ты, вот это прям хороший идет. Покрупнее первого будет. О, хорошие экземплярчики пошли. Не сковородочный, конечно, но вот такого на завялку бы сухим посолом, представляешь? Сколько там жира. Какой жирный получится. Рыбка какая жирная получится. Сейчас еще одна возьмем сразу сходу. И вот прям сразу на опускание, смотрите, вот он сразу берет. Жадно берет. Оп. О, есть. Сидит. Ох, красота. Ух, красота. Мормышка Мартовецкого работает, друзья. Александра Мартовецкого. Получается, она вот сверху, а внизу более тяжелая висит у меня. Вот такая вот связка с двух мормышек. И прям по красоте. По красоте прям. Оба! Есть, идет. Ух ты, хороший идет-то прям. Такой же идет, еще одна такая же сорога идет. Ух ты. Хорошие сорожки. Ну давай мне Мартовецкого. Я тебе давал, посмотри. Мартовецкого мормышка опять сработала. Не давал ты мне Мартовецкую мормышку. Давай, мне рассказывай, давай. Я ее посмотрел, в руках подержал и тебе вернул. Нет, ты сказал, давай мне красную. Нет, я вернул тебе. Я тебе говорю, давал, я тебе ищи, все есть. Не давал ты мне. Рыбачь на свою пока, которая там у тебя стоит. Попозже дам. Мартовецкий дефицит. Мормышки. Ах ты, пошел, а.
Ну не засекся, друзья. Давай мне мартовецкого. Давай рыбачь на свою, какая тебе разница? Каю, а он ловит. Так это не в этом дело-то, не в мормышках дело-то. Не надо. В мормышке. Нет, не в мормышках это дело все. Опс. Сдернул я у него. Ах, мелкий какой-то. Мелкий сразу. А, вот она. Ну вот видишь, а говоришь, нету. Лес- Ну вот, друзья, мелочевочка поклевывает. Мелких Леску давай. Мелких отпускаем. А лески нету больше, все закончилось. Как нету? Так вот нету. У тебя же есть леска на удочке. Что тебе надо, я не пойму. Я что, буду отрывать оттуда, что ли? Я две, как ты, повешу. А, понял. Ну тогда там и дам мне. У меня есть кусочек. Так у меня-то на одной сидит. Где на одной? Ну, на одной леске сидят они все. Ты как привязал ты? Ну как, обычно взял одну сначала привязал, потом ниже вторую. Ну ты же леску брал другую, отдельно привязывал. Нет, я их привязал на одну леску. Ты подумай нормально. Я тебе еще раз говорю. Ёшкин кот. Что-то деду мозги парят по-черному. В смысле? Нет, как это? Ну, связка на одной леске. Опа! Есть. У меня на одной леске они связаны. Одна выше другой. Просто. Я тебя понимаю. Вот, посмотри, вот. Вот, видишь, какие чебаки клюют. Ну-ка, покажи, как она связана. Вот, на одной леске. Подожди, дай, убери руку. Ай, вот. На одной леске называется. Понял. Все. Вот человек приехал, рыбачить вообще не умеет. Ой. Ни на хищника, ни на мирную рыбу. Ага, у вас Не знаю, тут откуда у вас такие рыбаки там, вот, Новосибирск. Чемпион по мормышке еще, говорит, Новосибирская область. Не надо, я вообще не знаю, что такое мормышка. Чемпион. Мастер спорта или еще он там. Не надо меня это, не надо. Какую-то банду перемазывать. Ну, какой большой подошел. Вообще огромный. О, огромный вообще. Просто огромный этот чебак. Ай, не может взять. А, есть, все. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Пока Григорьевич перевязывается, ребят, мы ловим, потому что клев он тоже не постоянный, он сейчас уже скоро должен закончиться, как бы. Григорьевич, когда перевяжется, всех вас переловит. Поэтому, друзья, вот мы успеваем этот момент ловить. Успевайте. Тоже никогда тоже вот так не тупите сразу. Начинайте сразу рыбачить, друзья. Как Григорьевич, не тупите, а рыбачьте. Я сейчас рыбу в это вывалю. Ой, Тихо. я раздавил чуть-чуть не раздавил эхолота. Благо у него защита от наступлений. Ну вот, друзья, мормышка Александра Мартовецкого. Работают.
Но они работают в связке. Потому что сами они какие-то очень легкие. Поэтому вот я пытался погрузить их ранее. Вообще не получалось. И я думал, что они не будут работать. Но в итоге оказалось, что они работают. Прекрасно. Работают прекрасно. Сейчас даже вот Григорьевич сам позавидовал что-то. Да. И сейчас я себе тоже кручу Мартовецкого. Да, если сейчас она у него не будет работать, тогда что? Будет все работать. Не это. Тогда мы делаем какой вывод? Не наговаривайте на меня лишнее. Нет, ну такое же может же быть иногда, что может не заработать там или еще Да что-то. работает. Да работает. Ать. Рыбу вижу в практик, в эхолот. Четко видно прям. Четко прям подход рыбы. Это на Мартовецкого тоже этот осьминога? Нет. Или что там ты на него лупил? Там мне кишка стоит со вчерашнего дня. Я ее подсушил маленько. Понял. Ать. Прикормки сыпани, пока они не ушли. Прикорма сыпани им, пока они не ушли. Ага. Эх, сорвался. Крючки большеватые немножко. Угол не тот тоже. Ова. Есть. 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 Идет. Идет. Оба-на. Вот такая сороженка прям вот. Мощная такая. Не знаю там как вам это показать. Мощные такие сороги. Сейчас покажем вам мощность сороги. Сейчас. Предлагаю поучаствовать в рыбалке, потому что, ну, такой интересный клев пошел. Опа. Есть рыбка. Чебак чем интересен, он клюет как бы не останавливаясь, когда он есть. Вот такой вот чебак. Опа. А вот и это самое Мартовецкого. Александра Мартовецкого. Из Санкт-Петербурга, который мне сделал эти мормышки. Теперь я покажу, как надо рыбу ловить. Я 2 сорожки поймал вчера. Сорожняк крупный. Я обалдел. Да, все равно я слабо обловлю. Вот смотрите, что делает. Вот смотрите, что Меня делает. обловить в моих водоемах надо постараться. Вот смотрите, что делает. Надо постараться. Хорошо. Ни стыда, ни совести. Очень хорошо Дед постараться. еще ни одну не поймал. Опа. Оля. Мормышка Мартовецкого.
Тут у меня две мормышки, одна простая, медная, как бы, красочка. Вторая вот мартовецкого. Мартовецкого, я вам скажу, прямо рвет. Просто рвет сегодня. Так-то он давно мне их как бы отправил. И они все не могли, как бы, я их не мог никак разловить, все, не мог понять, как вот сделать, чтобы... на подвесе они самые то. Да, и нужно, оказывается, их подвешивать маленько. Ну вот эту форму надо бы мне зафотать потом. Александру отправлю отчет. Она у тебя горошком, не грушей. Ну она такая, да, она такая горошком, да. Я ее, она единственная такая была, и я ее себе поставил просто. Я глубину найти не могу. Может, леску не до конца просто опустил. О, нашел глубину. Оп, хоп, 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 хоп. Вот неправильно подсечку делаю. Чуть-чуть неправильно. О, теперь правильно. Иди сюда, сорожка. О, леска 102, 120, 125 точек. Вот таких сорожек искать просто бомбически. Просто. Я уже, наверное, ведро, наловил. Григорьевич все сидит уперто. Что-то делает там. Я ей кашей. О. На. Видишь, тут тоже надо уметь. Это как бы вроде кажется, что тут. Я сейчас тоже поставлю мартовецкого. Буду тоже дубасить. Нормально. Буду сейчас дубасить. Подожди сейчас. Вот. Вот так. Не просто так. Ну там рыбаку, женщина с мужчиной. Мы подъехали. Нифига там щуки. Половину саней занимали. По длине. О, хороший идет прям. Реально хороший идет. О, как стравливает. Какой мощный парень идет. И как нам багурик еще может пригодиться. Ну, думаю, что вытащим мы его без багра. Кто ты? Покажись. Вот это я понимаю. Мужики, вот это я понимаю рыбина. Как вам такое? Да. Вот такая вот сорога у нас клюет, друзья. Вот. Такая вот мормышечка. Кто-то мне подгонял за вас. Или оставил ли? Тихо. Полетел ломать палатку. Палатку ломать принялся сразу. А окуняра откуда у нас? Это я занес. Давай. Не позорь отца. Хоть одну поймать. Да. О! Так, глянем на кого. Ну, не крупный, но мой. На Мартовецкого. О! На Мартовецкого. Как это груша
Нет, как, ну, да, груша. О! Это что, научное название ее? Груша. Ну почему? Форма груши. О! Все, мы сейчас Славе покажем, как рыбачить надо. Мы тоже не лыком сшиты. У нас тоже. Угу. Григорьевич там одну рыбку поймал, радуется. Я уж полмешка наловил. Молчу, сижу. Ты это самое, ты их каждый день ловишь. А я столько пролетел, проехал, и одной рыбки рад. Окуней я ловил. Вот, даже 2 на килограмм, наверное, да, Слав? Угу. 2 крупных у меня. Ага. Че? Из стайки вырвал я одного все-таки. Ага. Там целая стайка плавает. Так, вон, Слава, смотрите. Небольших таких чебачков ловит. Да. В азарт вошел. Совсем таких небольших чебачков ловит. Мартовецкого сработало. Эй, поторопился, а. Кишка уже тут вообще, как я не знаю, что она уже тут. Ну тут уже все тут. Уже одно название, как бы просто кусок тряпки какой-то вот. Опа, есть! Да хорошенький идет. Сошел, гад. А ты слишком громко кричишь, и вот из-за этого у тебя все сходит. Не надо, понимаешь? не надо, не надо, не Да, надо. рыба отпугивается на реке. Когда она наоборот привлекается, когда я, Не. когда На она реке, когда громко кричишь, тебя это духи начинают боятся. слышать и это начинают говорить. Он нас не уважает. Он не уважает местные эти. Не. Духи, Поэтому это. духи за меня. Не, у нас на природе духи запрещают так громко кричать просто так. Ну, я же радуюсь. Ну, ты радуйся как-то более скромно, конечно. Сейчас. Приоткрой эту, а то чувствуется с улицы пошел все-таки корефан. Не надо, тихо, сейчас, тихо, не отвлекай меня своим корефаном с улицы. А вот она, леска. Видишь, тут рыбалка такая пошла, а ты начал это самое, дрова давай, печку топи. Кого я дрова печку топить? Я... Не, давай, пока рыба ловится, надо ловить. Да. О, пошла, родная. Ты просто плохо подсекаешь, наверное. Вот. Видел, как я подсекаю? Я вижу, когда наверх она пошла, я бывает иногда рано начинаю. Вот такие сорогины, а. Вот это я понимаю, сорожки. Что там? Греха таить-то. Ну, все равно сейчас найдут, Опа! они напишут. Ну все на... И камеру там еще поближе, там куда-нибудь засунь, она будет это еще больше, да, Григорьевич? Ну, у вас такие же тоже сороги-то, почти же, да? Какие? Ну, у нас самая крупная сорога 200 грамм. 200 грамм. Как приятно это слышать. Килограммовые сороги, я вот сколько лет живу, ничего не скажу. Я видел. Чебага 200 грамм я видел. А тут чебак 500 грамм и больше. Поэтому, и видишь, она у вас вся чистая. Ну, конечно, чистая, какая же думаю. Килограммовую сорогу
Окуня килограммового, это я вообще не знаю. Ну, 800 грамм. Окунь, ну можно найти 900 грамм. Но это ехать, где макартелят не пас. А так обычно 200-300 граммовые окуня у нас. Да что ты будешь делать, а? Тут еще такое дело, секрет в чем. Иногда меня спрашивают люди, которые собираются ко мне, допустим, да, Вячеслав, вот ты снасти предоставляешь или нет? Я говорю, да, конечно, я предоставляю вам снасти, но у меня мои снасти, они очень, очень простые, очень такие вот незамысловатые, там не фирменные, ничего. Что ты? И, допустим, вот сейчас в данном случае даже вот Григорьевич приехал. Конечно же, я самую лучшую удочку с кивком оставлю себе, желтым шариком, который видно. А Григорьевичу я дал Да не надо мне какой-то супер-пуп. О, простая удочка. Я к такой привык, простой. Я не знаю, когда там платят за удочку 8 тысяч зимнюю, я такого не понимаю. Вот самая простая удочка. Да, вот я ему дал самый простой кивок за 30 рублей. А себе оставил за 50, который с шариком. Вот, Ой. который видно, вот, когда он клюет. Поэтому, друзья, имейте в виду. У Славы все есть, приедете. Когда вам говорят, уважающий себя рыбак, он всегда с собой свои хорошие снасти какие-то, вот он всегда с собой. Да, берет. если на землю, надо свои снасти привозить, к которым рука привыкла. Да. Тогда и рыбалка будет хорошая. Ну. А зимние удочки, они дорого не стоят. А остальное, буры, шмуры, тут все есть. Не, это-то понятно, это-то все, да. Имеется в виду, вот, смотри, главное, это вот удочки-то вот, повить, вот таких вот. Ну. Сейчас Григорьевич одну только поймал, а я уже вон почти уже забил. Вот эту посуду всю я наполнил. Я одну только, остальное Слава. Да. Поэтому, если к Славке ехать, то ехать со своими зимними. Все свое. А летом тоже я крокодилы только выдаю, которые вот гости, ну, кого нет. Ну понял. Ну, ты будешь весь день крокодила махать. У меня сейчас... Зато он не сломается. У меня сейчас свои спиннинги, тревел, их знаю я. Спиннинги, лучше тревел. Вот хорошие есть спиннинги, тревел, Серебряный ручей. Я вот всегда в Серебряном ручью. Пошла реклама от Соболевского. Какая реклама? Ну, палка, Серебряный ручей, тревел. Ты сейчас рекламу делаешь, понимаешь? А, Да, сейчас напишут, все, Соболевский, все, зазнался, пошла реклама, канал неинтересен. Раньше был канал, мужик был интересный, а сейчас все, одна реклама. а, да, тебе же пишут. Да, все, уже все. Тебе же пишут. Не, вот если Ты ехать... сейчас только что угробил свой канал, Григорьевич, понимаешь? Ты сейчас Не, сказал. а тревел, я нынче приезжал, вот маленький, он удобный тревел. Составил, все, таймение я вытаскивал на него. Вот. Вот именно Серебряный ручей только удобный, да, или... А других нету, другая фирма не производит. Да ладно, спрут. Ну тревел, Спрут есть тревел. тревел я не видел. У меня, допустим, спрут тревел есть. Он еще меньше, чем твой. Но я гляну, оценю, дам рекламу ему. Конечно. Если говно, я скажу говно. Давай. У тебя палка, помнишь Серебряный ручей? Типа, Я скажу Вадиму, он тебе заплатит, ты скажешь. Да не надо мне платить. Классный тревел. Какой был классный тревел. Вот, я тебе двухсоставник Серебряный ручей, что у нас был, 7,35 я тебе, ты как таймени на него таскал? Он живой у тебя эта палка еще? Нет, к сожалению, она ушла вместе с тем тубусом, помнишь? Ну. А это просто джиговая палка, просто джиговая. А на нее как таймени выдерживали. В воблераке, да. О! Все, мужики, я поймал. Все, научился все-таки ловить? Да.
Поздравляю, на третий день Григорьевич научился ловить. Сошла. Ну вот видишь, ты слишком громко кричишь. А я большого осьминога Ты нацепил. просто слишком громко, начинаешь очень рано разделывать шкуру неубитого медведя, понимаешь? Какого убитого медведя? Я большую вот осьминога большого кусок нацепил, и они издеваются надо мной тут. У тебя там маленько, а у меня он... Хочешь, выбирай, не выбирай. Так ты осьминога еще привез, что ли? Ну почему? Ну или кальмара, какая вот разница. У меня большой кусок сильно. Я вот сейчас его подрезаю. Я и понял, в чем дело-то. Просто большой. Просто. Да ты просто хотел большого поймать, сразу Да. скажи. Да. Вот. Не, мне серебряный ручей нравятся палочки. Там интересно, можно выбрать. Понятно. Вот он только выпустил этот тревел, я сразу двух взял. 5,25 и вторую я Маше подарил. 7,7. Сколько? Не помню я. Ты на выставке купил мне? Нет, я у себя вот там в городе магазин есть. Вот, серебряный ручей. Я заехал и них взял. Я специально поехал две палочки брать. Одна 5,25, а другая 10. Вот соврать не хочу соврать. 10 с чем-то. У нас тоже есть магазин «Серебряный ручей». Да я знаю, Женька постоянно оттуда. Да, но это непонятно, чей магазин, понимаешь? Я не знаю, чей это магазин. Это вот того мужика, который «Серебряный ручей» делает? Ну да, по идее получается. Потому что и лейбл, Женька, когда рекламу Он делает... якутский, что ли, этот мужик? Из Якутска? Нет, с Питера он, питерский. Опа! Есть. Да что ты сошла? Я не понял. Подсек хорошо. Где ты сошла у меня? Ну какой ты сошла? Вот она за маленькую берет. Ну-ка покажи, как у тебя мормышки привязаны, я посмотрю сейчас. Это у меня стоит. Подожди, покажи. Вот что, у меня что там сделал, она стоит вот так у меня. Ё-моё. Ну-ка. Чего? Ё-моё. Это кто ж тебя так учил мормышки-то вязать? Ну, ладно. Чего тебе не нравится? Нет, ничего, все, кидай. По-первомайски. Ну, понятно. Тебе проще крючки. Ты бы сказал, я тебе обычные крючки дал бы, они намного результативнее были бы. С грузиком. Серьезно? Вот смотри. Ты форму воблеру придаешь, Да. она же для чего делается? Чтобы он как-то играл, правильно? Для игры. Да. А мормышка тоже делается специально, ну, форма мормышки тоже делается для того, чтобы она тоже была... Ну у тебя как? У тебя же такая же мормышка. Как она у тебя привязана? Нижняя, такая же точно форма мормышки. И так же... Она у меня вот так стоит. Вытащишь и гляну. Что-то ты мне мозги там париваешь. Ух ты, хороший парень, еще один хороший парень идет. Хороший парень. Эй, парни, смотрите, парень какой. Пузатенький. Хоп. Сидим с бобром. Ну-ка, дай гляну. Дай гляну. На ужин готовим полено. Так, как я запустил, да, сюда. У тебя только она короче, а у меня длиннее. Вот и все. Кто? Мормышка? Да, расстояние между ними. Вот поэтому и у меня такая дурость идет.
Не, это я посмотрел, ты как привязал. Ты Не надо, взял, не надо, я так же, Ты так. как обычный крючок взял, думал, ну как в кольцо вяжут, вот так же завязал. Да. Не надо, я все правильно сделал, по науке, Не. по фэншую, Нет. по фэншую. Нет, Григорьевич, абсолютно нет. Во-первых, у меня она длинная, вот. Охренеть. Смотри. Так, понял тебя, понял. Ага, я не с той стороны я запустил эту леску. Все я понял. Все я понял. Так, сейчас мы перевяжем. Какой агрессивный. Смотри. Ого. Он прям здоровый такой. Такая сорога у нас ловится, друзья. Просто она вообще прям круглая, как этот пирожок. Просто круглая, как пирожок. И в итоге он все равно ушел. Ну, пускай идет. Что делаешь? Я думаю, тебя поправит. Как поправить? Я, видишь, сижу, у меня тут куча лески на колени, я не могу встать. Я думал, ты сейчас схватишь. Я на тебя думаю. Я на тебя думал. Красавчик, он вышел с этой и ушел туда. Ты представляешь, он побывал на том свете? Если будет рассказывать, я, говорит, побывал в раю. Да, он был у этих, у создателя побывал, говорит. Видел каких-то двухкожих. Инопланетян, говорит, Да, побывал. да, каких-то двухкожаных инопланетян. Наших там, да? Да, видел товарищей наших. Товарищей боевых, ну. Вот они куда все улетают, оказывается. Не в космос абсолютно, да? А в чашку какую-то. Ну, он, конечно, ловкий парень. Ну, молодец, пусть живет. Молодец, конечно, пускай живет, конечно, да. Он увидел, что там есть лунка, когда я его бросал. Он хоп-хоп рассчитал так. Говорит, идите вы нафиг, я вам сейчас покажу, как надо ласты клеить отсюда. Есть, идет. Идет. Во. А ну зафотайте меня с этой Сорогиной. Ну вот, друзья, вот так вот Сейчас на этой ноте мы с Григоричем сегодня заканчиваем нашу рыбалку. Сейчас мы будем заниматься различными интересными Да я еще пару раз блесну, брошу. вещами, такими как доедание ухи, Да. а вот эти мормышки с этой прекрасной приманкой я оставляю До утра. до завтра, да. Прям вот как есть мормышка Всё. с приманкой. А рыбы полно, рыбы холод Да. показывает очень много, то есть рыба плавает, все. Он подойдет, пошевелит и уходит. Вообще не могу понять, что случилось с рыбой. Хули, выходной объявили, блядь. Мы сейчас будем уху доедать, разогреем. Ухи у нас очень много. На ужин нам вообще хватит. На этом мы заканчиваем наш сюжет. Спасибо Григоричу за то, что принимал участие, помогал, рыбачил. Я с вами, друзья, прощаюсь. Заказывайте воблера Сергея Соболевского на сайте клевая рыбалка.рф. Пишите ваши комментарии, делитесь с друзьями. Всем пока.